Останки 5 немецких солдат на Терском хребте поисковым отрядом «Малгобек» обнаружены еще весной и впервые. До сих пор поисковики натыкались на братские могилы советских воинов. Это стало возможным в рамках поисковой экспедиции, приуроченной ко всероссийской акции «Вахта памяти». Останки найдены в районе Старого Малгобека у поселка Западный. К нам подошел сторожил. Остановился, спросил: вы поисковики? Мы говорим: да, мы поисковики. Они говорят: я хотел бы вам показать одно место, я точно не знаю, говорит, кто такие. Я помню, будучи еще мальчиком, здесь, говорит, работал экскаватор, и когда выравнивали одно место, и там останки, человеческие останки, кости выходили. И нам это стало интересно, раз там человеческое останки, значит, это захоронение или там санитарное захоронение, или братское. Рядом с останками нашли личные вещи бойцов. Опознать, кому они принадлежали, удалось благодаря бляшкам, а также жетонам и пуговицам. Вот видите, здесь у нас есть у советского 4 дырочки, здесь, видите, 3. Вот по пуговицам, по этим немецким бляшкам, и мы подняли в конце половинку металлического жетона, который непосредственно немецкие бойцы имели при себе. О находке сообщили в Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями. Общественная гуманитарная организация занимается сбором данных о немецких захоронениях за рубежом страны. Все проходит в рамках политического соглашения, заключенного между нашей страной и Германией в 1992 году. Краснодарский край выделил для всего юга России вот эта земля, она уже обустроена, там построено кладбище немецкой стороной, и там на сегодняшний день похоронено уже около 20 тысяч. После эксгумации останки немецких солдат захоронят на одном из военных кладбищ страны, а их в России порядка 20. Всего же на территории бывшего СССР находится около 2000 таких кладбищ. Рядом с немцами покоятся их союзники во Второй мировой – венгры, испанцы, итальянцы. Саркофаги ложатся рядочками, все ровно, каждый в отдельности, все как оно тогда было, так и сейчас должен каждый быть. Вот в одной такой яме будет лежать 1850 человек. Тогда как на территории Германии расположено более 3000 воинских захоронений. Там покоятся более 700 тысяч советских солдат и граждан. За уход и безопасность кладбищ и памятников ежегодно бюджет Германии выделяет около 1 миллиона евро. Только на мемориал в Трептов-парке каждый год выделяют 300 тысяч евро. Каждые 30 минут территорию объезжает полицейский патруль. Ни брошенных бутылок, ни окурков здесь не увидишь. Вторая мировая война, по общим оценкам, унесла от 50 до 80 миллионов жизней и стала одной из самых кровопролитных в истории человечества. Ту страшную страницу не вырвать из истории, но она и учит нас не повторять ошибок прошлого. Под землей еще покоятся останки миллионов солдат. Одни могут обрести покой в братских могилах, а других предадут земле родственники, искавшие о них информацию не 1 десяток лет. А потому такие раскопки, проводимые отрядом «Малгобек» и другими поисковыми движениями, очень значимы. Конечно, и политическое имеет значение. Все-таки это связь двух разных государств, государства Россия и Германия. И то, что нашли вот мы на нашей территории, в нашей республике, это тоже имеет очень большое и важное значение. Но вся та работа, которая проводится, она, конечно, в первую очередь направлена на патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. В рамках вахты памяти в этом году в республике были обнаружены останки 22 советских бойцов. Из них 2 удалось опознать, благодаря личным вещам. Так, почти месяц назад состоялись торжественные проводы бойца Красной Армии Аднана Тагирова. Его останки отправили на малую родину, в Дагестан. Родственники, присутствовавшие на встрече, еле сдерживали эмоции. Мы знаем, даже это и радость для нас, и одно и то же время, и грустно, наверное. Но все-таки радость, что его нашли, и он будет на нашем кладбище, что мы можем посещать его могилу. Для Аднана Тагирова война закончилась через 77 лет, и защитник Отечества нашел свой покой на родовом кладбище. Этого ждет и Георгий Колено, солдат, призванный из Северной Осетии, селения Иристон. Его останки также найдены в рамках акции. Опознать бойца удалось благодаря именному котелку. Пока отряд «Малгобек» занят поиском родственников солдата. Если они не найдутся, останки торжественно перезахоронят на Терском хребте. Дана Плеева, Хамзат Халухоев, Новости 24.